Дорогие друзья, наступила весна, самая прекрасная пора в жизни человека и в году. С каждым днем все красочнее и оживленнее природа. Все пробуждается после долгой зимней спячки. Посмотрите вокруг. Воздух наполнен веселым щебетанием птиц, слышны радостные, веселые голоса маленьких ребятишек. Весной все хорошеет, все зеленеет и расцветает. Сегодня мы с вами находимся в школе в Насел-Бедрачево. Это основное училище имени Братства и Единства. Здесь присутствуют ученики 1, 2, 3 и 4 класса этой школы, а также ученики другой школы, Кузьман-Шапкарев, тоже этой же Населбы. Они пришли сюда с тем, чтобы показать вам, дорогие друзья, свое умение петь, говорить, читать стихотворения и танцевать. Все они с 1 класса начали изучать русский язык. Здесь выступят перед вами и совершенно маленькие ребята 7-летнего возраста, которые только-только начали изучать русский язык, но уже хорошо умеют читать стихотворения и петь песенки. Вы это и сами увидите. Нашу сегодняшнюю передачу мы начинаем песней советского композитора. Эта песня очень популярная и известна всем. Песня очень интересная, называется «Широка страна моя родная». Исполнят эту песню ученики 4 класса основного училища Кузьман-Шапкарев. Пожалуйста, спойте эту песню, ребята. Широка страна моя родная, много в мире всё полей лет. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. От Москвы до сами до краи, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятой родине своей. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым веди у нас дорога, старика веди у нас почет. Широка страна моя родная, много в ней всё полей рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Своим выступлением наши ребята показывают, что весна уже пришла, весна наступила, пришло ее радость и тепло. Сейчас самые маленькие участники нашего концерта, ученики 2 класса, станцуют вам танец кукушки. Пожалуйста, ребятки. Лесу на опушке собрались подружки, песню распевают 100 разных кукушки. Ку-ку, ку-ку, ай да ли-ди, ай да ли-ди, на уха, ай да ли-ди, ай да ли-ди, на уха. А сейчас вы увидите одну инсценировку, где ребята 4 класса основного училища Братства и Единства расскажут вам о том, кто на чем любит играть. Пожалуйста, ребята.
Прошлой неделе мы с Костей были на концерте. Он нам очень понравился. Хотите вам рассказать об этом концерте? Давайте, лучше в футбол играть. Все умеют играть в футбол. Хотите играть в оркестре? В оркестре играть хотите? Я хочу. А на чем мы будем играть? Не знаю, но может быть на скрипках. Нет, в оркестре нельзя играть только на скрипках. Там и скрипки, и как они называются, большие такие. Контрабасы. А я хочу играть на барабане. Бум-барабам-бам-бам. А я на гитаре. И я тоже хочу играть на гитаре. Ты же хотел на барабане? Давайте сделаем так. На скрипке будет играть Сережа, потому что у него имя начинается на букву «э». Скрипка Сережа. А Боря будет играть на барабане. Костя на контрабасе. Гриша на гитаре. Дорогие наши друзья, вы, конечно, знаете, какую роль играют растения в жизни человека. Это прежде всего чистый воздух, здоровье, которое продлевает и украшает жизнь человека. Без леса, без растений человек бы не мог существовать. Для того, чтобы согреть себя зимой, человеку нужны дрова. Для того, чтобы в комнате было уютно и удобно, нужна мебель, которая тоже делается из дров. Для того, чтобы ребята, ученики могли писать и могли читать, им нужны книги и тетради. Они делаются из бумаги. В общем, очень много предметов делают из дерева. Но об этом вам лучше расскажут сегодня ребята в своей инсценировке. Пожалуйста, ребята. Что мы сажаем леса? Мачты ей держат паруса, рубку и палубу, ребья и киль. Странствовать по морю в бурю и штиль. Что мы сажаем леса? Радиомачте ловить голоса, стол, за которым ты будешь писать, ручку, линейку, пена и тетрадь. Что мы сажаем леса? Легкие крылья лететь в небеса, домик, качели, челнок и скамью, и деревянную лошадь твою. Что мы сажаем леса? Чашу, где бродят барсук и лиса, чашу, где белка скрывает бельчат, чашу, где утром вороны кричат. Что мы сажаем леса? Лист, на которым ложится роса, воздух для легких и влагу и тень. Вот что сажаем в сегодняшний день. Песенки и стихотворения о животных любят все, а особенно дети. Сейчас ребята вам покажут небольшую инсценировку «Сестричка, лисичка и серый волк». Посмотрите, пожалуйста. Лисичка, сестричка и серый волк. Бежит лиса по дороге голодная. Видит, везет старик рыбу. Легла лиса на дороге, ноги вытянула, хвост откинула, как мертвая. Съехал старик с горки, подъехал он к лисе. Видит, лиса мертвая. Хороший будет воротник моей старухи. И бросил лису на сани. А лиса хитрая, рыбка за рыбкой, выбросила всю рыбку и сама убежала. Сидит лиса на дороге и рыбку ест. Бежит голодный волк. Здравствуй, лисичка, что кушаешь? Рыбку. Дай мне одну. Налови, сам даешь. Да я не умею. Я же наловила. Иди, братец, на реку, спусти хвост, прорубь и приговаривай. Ловись, рыбка маленькая и большая, сиди подольше. Волк долго сидел на реке, ничего не поймал, а без хвоста остался. Меня зовут Весна. Я учусь в 1 классе. Я вам прочту стихотворение «Ласточка». Ласточка, милая певуня, ласточка родная, к нам домой вернулась из чужого края. Под окошком вьется с песенкой живою, я весну и солнце принесла с собою. А теперь ты скажи, как тебя зовут? Меня зовут Беляна. Я учусь в 3 классе. Я вам прочту стихотворение «Жаворонок». Жаворонок, на солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий. Он голосисто
весны, поет на солнышке сверкая, весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны. Мы очень любим петь русские песни. Послушайте теперь две песни. Дружат дети всей земли и песенку крокодила Геммы. Дорогие наши друзья, перед вами находятся ученики 1, 2, 3 и 4 классов двух школ. Школы Кузьма Шапкарев и школа Братства и Единства. Сейчас они вам прочтут несколько стихотворений и расскажут басню. Для человека самое дорогое в жизни, сколько бы ему ни было лет, остается мама. С этим словом человек начинает свой говор в самые хорошие и в самые трудные минуты своей жизни. Он всегда произносит это слово «мама». Вот сейчас ученица вам расскажет стихотворение о маме. Меня зовут Йованка, я учусь в 2 классе. Я вам прочту стихотворение «Я люблю». Люблю я маму дорогую, и папу, брата и сестру, и дедушку, и бабушку родную. Люблю я всю свою семью. Люблю я партию и Тито, люблю я родину свою. Хорошо, девочка, очень. А теперь вот группа наших ребят расскажет вам басню «Стрекоза и муравей». Стрекоза и муравей, по пригуне стрекоза лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нету
прошло. Зимой холодной, нужда голод настает, стрекоза уж не поет, и кому живу ползет на желудок петь голодный. Злой тоской удручена, муравью ползет она. Друг мой, я очень голодная. У меня нет ни зернышка. Прокорми меня и приути до весны. У тебя полный амбар зерна. А почему у тебя ничего нет? Что ты делала летом? Я все лето пела. А, ты все пела, а теперь попляши. Вот молодцы. А теперь самый маленький участник нашего выступления, он занимается в 1 классе, прочтет вам стихотворение «Числа». Числа 1, 2, 3, 4, 5. Числа надо тоже знать. 6, 7, 8, 9, 10. В классе надо их повесить и почаще повторять, чтобы их не забивать. А ты прочти нам стихотворение о весне. Меня зовут Дарья Серафимовский. Я ученик 2 класса. Прочту стихотворение «Весна». Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазури, в сумерках близкой весны, плакали зимние бури, рыдали звездные сны. Хорошо. Тебя зовут Славко? Славчугиус. Хорошо. Ты тоже нам прочтешь стихотворение о весне? Пожалуйста. Весна. Уштает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее и ярче солнце стало. Пора метели из злых и бур, опять надолго миновала. А ты, маленький мальчик, расскажешь нам стихотворение «Апрель». Апрель, по полям бегут ручьи, по дорогам лужи, скоро выйдут муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, начали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Меня зовут Бетти. Я учусь в 3 классе. Я вам прочту стихотворение «Полюбуйся, весна наступает». Полюбуйся, весна наступает, журавли караваном летят, в ярком золоте день утопает, и ручьи по оврагам шумят. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьют, посмотри, что за звуки, за песни полются, день дерзкой от зари до зари. Русские песни, как всегда, отличаются своей лирической мелодичностью, теплотой, задушевностью. Вот вы сейчас услышите песенку «Тонкая рябина» в исполнении учениц 3 класса училища Кузьма-Шапкарев. Пожалуйста. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, голову склоняя до самого тына, голову склоняя до самого
вами, дорогие друзья, группа учеников, которые сейчас вам прочтут стихотворение. Пожалуйста, начинай. Меня зовут Митко, я учусь в 1 классе. Я вам прочту стихотворение «Береги вещи». Береги вещи, вещи сами не растут. Вещи сделать нужен труд. Карандаш, тетрадь, перо, парту, доску, стол, окно, книгу, сумку береги, не ломай, не мни, не рви. Пожалуйста, кто теперь прочтет? Ты говори. Меня зовут Таня. Я учусь в 1 классе. Я вам прочту стихотворение «Где же я?». Где же я? Мама куклу мне купила, платье нам обеим шила, ленты волосы впела и руками развела. Где же кукла, где же я? Ну, а наши все девчонки говорят: вы что, сестренки? Видите, какая хорошая девочка. Она такая красивенькая, что даже не различишь, где кукла, где она. А теперь вы, пожалуйста. Меня зовут Жаклина Кузмановская. Я ученица 3 класса. Я прочту стихотворение «Зеленый шум». Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится, вдруг ветер верховой качнет кусты ольховье, поднимет пыль цветочную, как облако все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Пригретые теплым солнышком шумят повеселелые сосновые леса, а рядом новой зеленью лепечут песню новую, и липа бледнолистая, и белая березонька зеленою косой. Шумит простинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Пожалуйста, кто следующий? Давайте вы. Незнайка на луне. Что это? Сказка? Да, сказка. Ты прочитала ее? Нет еще. Когда ты прочитаешь ее? Я прочитаю ее скоро. Ты любишь сказки? Да, я люблю сказки, но больше всего я люблю стихотворения. Я вам прочту стихотворение «Первые весенние цветы». Еще не растаял последний снежок, а смотрит уж нежный подснежный цветок. За ним и фиалка проснулась от сна, глазок свой лиловый открыла она. Вот ландыш белеет в затишье лесном, глядит незабудка, склонясь над речом. А я вам расскажу одну басню. Басня называется «Ворона и рак». Ворона поймала рака и села на вербу над озером. И сидит, а рака во рту держит. Видит рак, беда приходит. Вот он и вороне говорит: помню я, ворона, твоего отца и мать. Славные были птицы. Угу, сказала ворона, а рта не раскрывает. Помню я, ворона, твоих братьев и сестер. Славные были птицы. Угу, сказала ворона, а рта не раскрывает. Хорошие они были птицы, а все не такие, как ты. Ты лучше всех. Ага, сказала ворона и раскрыла рот, а рак упал в воду. Пожалуйста, кто следующий? Начинай, девочка. Меня зовут Элеонора. Я учусь в 1 классе. Я вам прочту стихотворение «Солнце ласково смеется». Солнце ласково смеется, светит ярче горячей, из пригорка звонкается разговорчивый ручей. Он лучистый, серебристый, он сверкает и дрожит,
а другой такой же чистый рядом весело бежит. Меня зовут Вита, я учусь в 3 классе. Я вам прочту стихотворение «Весенние воды». Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будят сонный брег, бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, мимо молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, и тихий теплых майских дней, румяный светлый хоровод, толпится весело за ней. Меня зовут Снежана Стоянова. Я ученица 2 класса. Прочту стихотворение «Почтальон». Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на мытой бляшке, в синей форменной фуражке? Это он, ленинградский почтальон. У него сегодня много писем, в сумке на боку из Ташкента, Таганрога, из Тамбова и Баку. В 7 часов он начал делать, 10 сумка похудела, а к 12 часам все разнес по адресам. Меня зовут Тейковская Майя. Я ученица 2 класса. Прочту стихотворение «Яблонька». Солнышко весеннее, ярче с каждым днем. Мы сажаем яблоньку в садике своем. Маленькую яблоньку мы водой польем. Песенку веселую про нее споем. Расти, расти, яблонька, подрастай. Цвети, цвети, яблонька, расцветай. Посадил дед репку, репка росла, и выросла большая, пребольшая. Пошел дед вытащить репку, тянет, вытащить не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка, помоги. Я сейчас приду. Бабка за ветку, дед за репку, тянут, вытащить не могут. Позвала бабка на помощь внучка. Внучка, помоги, я сейчас приду. Внучка за бабку, бабка за детку, дед за репку, тянут, вытащить не могут. Позвала внучка на помощь жучку. Жучка, помоги. Ах, я сейчас приду. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, дед за репку, тянут, вытащить не могут. Позвала жучка на помощь кошку. Кошка, помоги. Мяу-мяу, я сейчас приду. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабка за детку, дед за репку, тянут, вытащить не могут. Позвала кошка на помощь мишку. Мишка, помоги. Тю, я сейчас приду. Мишка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, дед за репку, тянут, вытащить.